Наш эфир продолжает брифинг по отопительному сезону. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о начале отопительного сезона в этом году. Да, добрый день. По состоянию на сегодняшний день из 36 муниципальных образований в 24 муниципальных образованиях отопительный сезон у нас начался. В городе Якутске сегодня, 6 сентября, планируется запуск отопления непосредственно в жилые фонды, в социальные учреждения. Отопительный сезон у нас начался с 1 сентября. Основные дополнительные мероприятия по подготовке к прохождению отопительного сезона у основных и наших мелких ресурсоснабжающих организациях выполнены на 91%, за исключением мероприятий, связанных с проведением противоаварийных тренировок в условиях низких температур, которые непосредственно будут завершены в октябре месяце текущего года. В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона у нас планируется завести в северные арктические районы, а также муниципальные образования, где непосредственно есть планы по доставке топливно-энергетических ресурсов в объеме 514 тысяч тонн. Завоз у нас по состоянию на сегодняшний день по отгрузке составляет 82%, и в октябре месяце мы, соответственно, планируем данные работы завершить. Эти работы у нас идут в соответствии с планом. Основной задачей сегодня у энергетиков является это непосредственно восстановление линии электропередач ВЛ-110 киловольт по направлению Хандага-Чурапча. Я напомню, в результате лесных пожаров у нас там пострадало более 110 опор линии электропередач. По состоянию на сегодняшний день задействовано 4 подрядные организации, более 11 единиц техники и порядка 60 человек персонала. Аварийно-восстановительные работы ведутся в плановом режиме. К следующей неделе мы планируем, соответственно, завершить эти аварийно-восстановительные работы и обеспечить по постоянной схеме электроснабжения наших основных потребителей. Сегодня ограничений в энергоснабжении потребителей нет. Энергоснабжение осуществляется от резервных источников питания, то есть от дизельных станций компании «Якутскэнерго». Ну и, соответственно, аварийных ограничений по состоянию на сегодняшний день на территории Республики Саха-Якутия нет. Все работы ведутся в плановом режиме. Прохождение и начало непосредственно отопительного сезона в Республике Саха-Якутия находится сейчас на особом контроле Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и правительства республики. Спасибо за информацию. Спасибо. Это был брифинг по отопительному сезону, а мы продолжаем. В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Эпидситуация в Якутии остается напряженной. В республике выявлено 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Заботиться о будущем необходимо в настоящем. В районе Новопортовской появится новый детский сад на 240 мест. Благодарность за самоотверженный труд и достойную службу. В Якутске состоялись торжественные проводы сотрудников авиалесопожарной службы. Глава республики Айсен Николаев сейчас работает в селе Бяскёль Горного района. Глава ознакомился с ходом восстановительных работ в возведении хозяйственных построек, в том числе коровников. Также Николаев встретился с добровольцами молодежки ОНФ Общественного народного фронта. Около 100 волонтеров с 19 регионов страны уже неделю работают с населением села Бяскёль. Среди добровольцев имеются специалисты разных профилей. Это психологи, медики, юристы и профессиональные строители. Помимо этого, Айсен Николаев пообщался с местным населением. Никаких запаздываний нет. Все идет четко по графику. Вот сегодня еще раз убедился, что мы 15 октября должны по всем вопросам строительства домов, ввода их в эксплуатацию уже полностью благоустроенных, по запуску животноводческого комплекса, строительству хатонов для нескольких домохозяйств и по восстановлению инфраструктуры села, то есть постоянного электроснабжения, оптоволокна, улично-дорожной сети здесь. Все работы будут завершены. Конечно, рабочих моментов много, но это вопросы такого характера.
На 6 сентября выявлено 144 новых случая коронавирусной инфекции. Так, 80 случаев зафиксировано в Якутске, 8 в Верхневилюйском районе, в Амгинском и Мирнинском по 7, 6 заболевших в Нерюнгринском районе, 5 в Чурапчинском. По 4 случая выявлено в Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах, в Алекминском 3, по 2 случая в Булунском, Вилюйском и Сунтарском и в 6 районах республики по 1 заболевшему. Те, кто ставил вакцину 6 месяцев назад, переболевшие 6 месяцев назад, приглашаем наши медицинские учреждения для ревакцинации. Вакцины, которые находятся в наших медицинских учреждениях, достаточно для того, чтобы провести, вакцинацию без проблем и, соответственно, иметь соответствующий доступ к, в целом свободному, по сути дела, более спокойному, защищенному состоянию от новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. Консультацию можно будет получить с 6 по 17 сентября. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в школах, роли администрации образовательной организации в этом процессе, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей и дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания. Номер консультационного центра вы видите на своих экранах. Групповые помещения для развития малышей, физкультурный зал, прогулочная веранда, медицинская комната и пищеблок. Эти и другие помещения предусмотрены в проекте детского сада, который строится на улице Кузьмина в Якутске. Первые сваи были установлены еще год назад. На данный момент работа выполнена на 80%. Здание трехэтажное, рассчитано на 240 мест. Сейчас основная работа идет по благоустройству прилегающей территории. Разнорабочие монтируют игровые площадки, малые архитектурные фигуры и устанавливают ограждения. А внутри здания завершается отделка помещений. Детский сад в районе Новопортовской строится в рамках национального проекта «Демография». Здание запланировано ввести в эксплуатацию уже в середине ноября текущего года. Всего 12 площадок детских, один спортивный, одна спортивная площадка. Идет монтаж этих малых форм, мы их бетонируем на основании, потом идет у нас покраска всех вот ограждений. 166 кустарников уже посажено. Параллельно мы собираем беседки, обшиваем шпунтованной доской. Шлифованной доской у нас идут обрешетки вот стеновые. У нас на спортивной площадке 5 у нас малых форм, получается лестница с сеткой, потом у нас бруски, и по периметру будет беговая дорожка, ну и по центру игровая зона. Во Владивостоке на острове Русский завершился 6-й Восточный экономический форум. Напомним, что форум в столице Приморского края проходил со 2 по 5 сентября. Об итогах работы делегации Якутии подробнее в материале Дмитрия Дымырова. Восточный экономический форум в столице Дальнего Востока проходит с 2015 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он не состоялся. Якутия на этом форуме принимает участие каждый год. И этот год не стал исключением. Программа делегации нашего региона, как и в предыдущие года, была насыщенной. В итоге Якутия подписала 41 соглашение. Безусловно, Восточный экономический форум – это главный экономический форум Дальнего Востока, один из главных в стране. И очень хорошо, что после годичного перерыва из-за пандемии он сейчас прошел. Прошел он для Якутии традиционно успешно. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Как отметил глава Якутии, спектр подписанных соглашений довольно разнообразен, начиная от вопросов креативной индустрии, заканчивая вопросами сотрудничества Якутии с другими субъектами Дальнего Востока и странами. Конечно же, и все соглашения они были заранее проработаны, был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. И, конечно же, есть соглашения, которые совсем новые.
Новыми соглашениями для Якутии стало сотрудничество республики с акционерным обществом Дом РФ. Здесь, благодаря этому документу, в будущем акционерное общество будет софинансировать проекты по строительству социальных объектов в городах Нерюнгри и Якутск. Целый ряд регионов сегодня с нами оформляет подобного рода меморандумы. Мы заходим сегодня на Сахалин, Магаданскую область, Хабаровский край, Приморский край. И вот с Якутией мы тоже сегодня подписываем такое соглашение. Важный это этап, который обозначит конкретные объекты и в Якутске, и в Нерюнгри, и позволит создать вот эти площадки, потому что в стоимости жилья, к сожалению, очень квадратного метра, очень много приходится процентов до 10-15, то есть 20% именно на инженерную структуру, дороги и так далее. Если это будет сделано вот таким образом за счет дешевых относительно денег, то возможности по строительству социальных объектов жилья резко возрастают. Помимо всего этого, делегация Якутии принимала участие и в основных программах форума. Так, ключевым событием форума стало пленарное заседание главы государства Владимира Путина с участниками форума, где также приняли участие в формате видеоконференц-связи представители и руководители таких государств, как Казахстана, Монголии, Китая, Таиланда и Индии. В своем выступлении премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил взаимодействие Якутии со штатом Гуджарат Республики Индия. Я очень рад сообщить, что алмазодобывающая отрасль развивается очень хорошо непосредственно в лице представителей Республики Саха-Якутия и штата Гуджарат. Они непосредственно активно общаются в рамках сегодняшнего форума. Якутия в рамках форума вновь встретилась с делегацией Индии и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, но уже по новым направлениям. Мы представили как один из главных университетов Северо-Востока Российской Федерации, представили то, что у нас имеются англоязычные программы по нескольким направлениям. Еще одним моментом это является продвижение русского языка, культуры. В конце года мы проведем именно по продвижению вот этого языка большое мероприятие у нас в Якутске. Да. Ну и еще одним предложением стало то, что мы предлагаем провести День русского языка именно в Индии. Не осталась в стороне и культурная программа форума. Здесь Якутия также принимала активное участие. Так, глава Якутии Айсен Николаев принял участие в посадке деревьев. Акция была организована мэрией города Владивосток для восстановления флоры и фауны Приморья. Все деревья выращены в ботаническом саде города Владивостока, которые подготовили все саженцы и весь посадочный материал. Часть из них, большинство, являются реликтовыми и очень ценны в Приморском крае. В Якутии что попалось? Не знаете? Магнолия зибальта – очень красивое дерево, которое цветет практически все лето и будет радовать всех якутов, которые будут приезжать на каждый год форума. Традиционные главы субъектов страны приняли участие на открытии улицы Дальнего Востока. Здесь каждый регион в рамках форума представила и свою экспозицию. Якутия на своей площадке показала инвестиционную привлекательность своего субъекта. Это территории опережающего развития Канкаласы и Южная Якутия. Помимо этого, здесь работала и площадка «Сделано в Якутии», где каждый гость и участник форума смог приобрести себе продукт, сделанный в Якутии. Вот так прошла работа делегации Якутии на 6-м Восточном экономическом форуме. Более подробно о некоторых моментах будем освещать в последующих выпусках новостей. Дмитрий Тымыров, Власий Сергеев, Джулстан Иннокентьев, Георгий Григорьев, Владивосток, Приморский край. Сегодня в торжественной обстановке состоялись проводы сотрудников авиалесопожарной службы, которые более 2,5 месяцев принимали участие в тушении лесных пожаров на территории Якутии. Ребята с Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области в количестве 99 человек поблагодарили за достойную службу и за самоотверженный труд, а также вручили благодарственные письма от имени правительства республики. Замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сергей Сивцев и начальник Якутской авиационной охраны лесов Владимир Леонов. Прямиком из базы дислокации ребята направились в аэропорт. Достойно работали и в Западной Якутии, потом в Вилюйской группе районов, потом переместились в Центральную, работали в Горном районе, работали в Усмайском, участвуют с Усмайского района, уже мы вывозим их для отправки к месту постоянной дислокации. В принципе, работы этих сотрудников мы довольны, люди подготовленные. Ну, конечно,
То, что такое количество людей прибыло к нам и оказало помощь, это такой, ну, можно сказать, беспрецедентный случай. Было очень тяжело, сложно, но выдержали. Ребята справились с задачей? Ребята справились, мы им благодарны. Не считая местный состав, в этом году для тушения было привлечено 800 человек из 19 регионов России. Приморье, Ханты-Мансийская, Тюменской, Мурманской, Архангельской, Хабаровской и других областей. Огромное количество техники, в том числе авиационной, самолетов Ил-76, Б-200, вертолетов не только авиалесохраны, но и Министерства обороны, а также МЧС России. Общими усилиями, работая в тяжелейших условиях, все они смогли стабилизировать лесопожарную обстановку на территории Якутии. Были какие-нибудь случаи такие, которые запомнились за это лето? Да, много случаев было, но один мне понравился больше всего. Это вот тушение лесного пожара в Мыхтакском наслеге, деревня Дикимдя. Мы спасали охотничье угодье, а также была угроза населения лесного пожара. Запомнилось, я бы сказал, работа, так скажем, местного населения, организация, так скажем, парашютистов пожарных и десантников пожарных с местным населением хорошо отработали. Я бы поставил оценку на отлично. В Варангасском наследии Мегино-Кангаласского района открыли памятники самолетам Bell Р-39, Аэрокобра и Бостон А-20. В знак памяти и благодарности о славном трудовом подвиге труженикам воздушной трассы секретного аэродрома Аляска-Сибирь на озере Сигалей. Трасса мужества Алсиб стала известна только в 2012 году. В связи с этим, с целью обследования аэродромов трассы Аляска-Сибирь, в Якутске стартовал очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России. К этому часу это все новости. Хорошего дня!